Понимаете? Еще один важный плюс, почему праймерис, да, это то, что, как вам сказать, он заставит политиков работать чаще и больше. То есть, вы знаете, если сравнивать их со спортсменами, получается, вот, допустим, на международную арену выходят наши политики, да, и часто, заметьте, проигрывают. Когда Кыргызстан теряет какие-то позиции по разным показателям. Почему это происходит? А вы сравните, допустим, с той же Айсулу Тыныбека, вот Майрим Джуманазаров, да, они выезжают. Почему они там выдерживают конкуренцию? Потому что они в зале пашут, понимаете? Этого никто не видит, но они выкладываются на 100% в зале. Поэтому туда выезжая, они не уступают, они соответствуют. У нас, когда политики работают за 5 лет всего лишь 30 дней на выборах, они просто не готовы, понимаете, они слабые. Конкуренции достаточной нету, чтобы они развивались. Если бы каждого, вот если мы заставим политиков работать круглый год, да, чтобы они знали, слушай, скоро праймерис, скоро это обратно, и надо, давай, быстрее работать и так далее, предлагать программы, там, и так далее, на дебатах отрабатывать. У нас тогда динамика всей политики совсем другая. Потому что на сегодняшний день вот эти вещи, конкуренция, она работает в бизнесе, она работает там, допустим, в разных сферах, в спорте и так далее. Но ее нету в политике. Понимаете, и политика нас тащит назад, как страну. Вот в чем проблема. То есть именно те, кто стоит у руля, они, как правило, не соответствуют уровню. Даже своего общества, я уже не говорю про мировое. Вот в чем проблема.